Древесный хищник не представляет опасности для человека. Это дурно пахнущие лесные обитатели способны лишь напугать людей своим непривлекательным видом. Для нашей природной среды он обычен, но иногда наблюдается резкий всплеск численности насекомых при миграции. И тогда, как говорят специалисты, они могут нанести вред сельскохозяйственным насаждениям, плодовым деревьям и овощам. Хурма у нас уже полносборная. Октябрь месяц, середина октября. Он должен сейчас стоять с урожаем, с листьями, как положено, если она нормальная. Вот видите состояние. Что случилось? Вот как вот то, что мы говорим на мандаринах, вот это клоп, что появился. Он садится на плод, высасывает сок, начинает плод портиться и осыпание. Полное осыпание. Вот видите, ни урожая, ни листа. Это говорит о том, что очень повреждает он хурму. Эдуард Ведикян, житель села Михайловка Гулерыбского района, говорит, что на его памяти такой численности клопов в Абхазии никогда не было. На удивление жителей, лесной обитатель не употребляет в свой рацион киви, лимон и фихуа. Раньше тоже были, но вот на фрукты, фрукты, хурма. Вот. А виноград пострадал? Виноград вообще высох он, имею в виду высока, плодья были, и все высохло, сколько можно лечить, по 3-4 раза лечили. Мандарины, чтобы что-то осталось, но вот начало сыпаться, вот сейчас как холод, уже немножко холодно, они уходят. Клопы высасывают сок из растений и недоспевшего плода. После того, как лесной вредитель отведает фрукт либо овощ, плод опадает и становится непригодным для употребления. Я могу с уверенностью сказать, что более 90-95% плодов, они стандартные, качественные. Большой вред черепашка нанесла хурме, плодам хурме, овощным культурам, потому что крестьяне, фермеры несвоевременно произвели химическую обработку. В целом в районе стабильное положение. Я думаю, что вот то, что вред нанес вот этот черепашка, то такого значительного влияния не будет. Помимо сельхозугодий, клопы проникают в жилые помещения в поисках тепла перед спячкой. Наличие непрошенных гостей в доме, в вещах, на постели раздражает людей, а некоторых даже пугает. Несмотря на то, что насекомое чувствительно к пестицидам и ядам, экологи не рекомендуют использование таких средств в жилых помещениях в целях безопасности. В этом году так нагрянуло вот это клоп, как называется, вонючка в народе, как называют, и нагрянул именно в отдельные зоны Абхазии. Почему-то цитрусоводческие хозяйства, где есть, не везде он появился. Это сейчас массово у нас в саду научно-исследовательского института. Гальский район, например, отсутствует, Гулерыбский район частично. Вот мы стоим здесь, частично предгорье начинает, и вот вышло отсюда на море. Ажиотажа нельзя делать, но однако по нашим соображениям наверняка это мигрирует, вот это клоп. Мигрирует. Если мигрирует, то в будущем году будет меньше здесь. Она может дальше пройти. Но если не мигрирует, если она, как говорится, завезенная, тогда она будет здесь работать. Мы пригласили микробиологов Санкт-Петербурга, рядом с Краснодара. Поймали их очень большое количество, в баночку посадили и отправили. Изучают они его, что это такое. Говорят, мраморный клоп. Он вред наносит многим культурам. Но если это миграция, как я говорил, если не миграция, мы уже с весны должны быть готовы. Почему мы в этом году это упущено было? Не упущено, мы лечение провели. Вот эту плантацию я лично хожу, провожу. Провели 5 дней, не было их. 5. На 6-й день, 7-й день и дальше 5 появились. На каждом плодике сидят.
Лесные клопы обитают в условиях, в которых поддерживается идеальная для них температура и влажность. Если ситуация меняется и наступает резкое похолодание, потепление или даже сильно колеблется влажность, насекомые начинают мигрировать и могут находить комфортные условия. По всей видимости, именно климатические условия повлияли на столь активную миграцию. Вот пораженный плод, вот это пораженный, она такая твердая фракция, они падают, ни вкуса, ни качества в нем нету. Если холода наступят, наступлением холодов вредитель отступает. За эту осень клопы-вонючки успели уничтожить немалое количество сельхозпродукции. Фактически пропал урожай фасоли, перца, инжира, мандарин, хурмы и даже кукурузы. Фасоли не было, перца не было, ничего не было в огороде. Дней 15 пройдет, опять появляются они. Так что они не погибают. Клопы-вонючки, или как их еще называют, клопы-черепашки, появились на Черноморском побережье в большом количестве около 3 лет назад. На сегодняшний день, по данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среды и здоровью человека. При этом даже в определенной местности клопы есть не везде. К примеру, на территории фирмы «София», а это 90 гектаров, на которых 42 тысячи корней мандариновых насаждений, проблем с клопами нет. Это клоп вредная черепашка, она вообще появилась в конце августа, начало сентября, но у нас его не было, потому что мы свое третье лечение закончили 18-20 сентября и всегда следили. В первую очередь она поражает верхние зоны, где тепло. Но мы здесь следим все вместе, весь агроотдел, бригадира, рабочих, кто есть, следим. Мы обнаружили его у нас 8 числа. 8 числа обнаружили и мобилизовали опрыскивание. 6 тракторов мы лечили 5 дней, весь участок обхватили. Весь, что было полностью хозяйство, лечили. Если не полечить не вовремя, то он поражает плод, и пораженные плоды падают. А если вообще ничего не предпринять, может полностью урожай упадет. Поэтому в данный момент мы отогнали 15-20 дней. У нас ядохимикат работает, но к тому времени холода поступят. Не будет этого плода, этого вреднючки больше не будет. Оценить ущерб, который нанес клоп-вредитель, пока нельзя, так как сбор урожая осенних фруктов и овощей пока еще не начался. Нам остается только надеяться, что в следующем году, как это часто бывает, клопы-черепашки исчезнут по естественным причинам. Рената Шакай, Беслан Джинджоли, Абхазское телевидение.